Якутские спасатели провели испытания плавающих костюмов, разработанных для сотрудников экстренных служб, также охотников и рыбаков. Тестирование прошло в максимально реалистичных условиях на городском затоне. Подробности у Афанасия Николаева. Спасатель-медик измеряет пульс, температуру и проводит опрос добровольца. Григорий Прокопчук – спортсмен-экстремал. Он участвовал в километровых заплывах в ледяной воде, но безопасность превыше всего. Во время испытания зимнего костюма поплавка его страхуют водолазы. Легенда проверки – провал под лед. Как демонстрирует Григорий, костюм позволяет находиться на плаву без каких-либо усилий и дает частичную защиту от ледяной воды. Мало того, благодаря костюму экстремал выходит на лед гораздо легче, чем если бы на нем была обычная мокрая одежда. В качестве финального испытания – разжигание костра. В целом спортсмен доволен результатами испытания. Чувствуется, что помогает сохранять тепло на самом деле. Вот, ну и плавучесть. Есть немного, что плавучесть сохраняется. На тестировании присутствовали представители ГИМС, службы спасения Якутии и Ассоциации полярников республики. Как отмечают специалисты, костюм позволит спасти множество жизней. Прежде чем выходить на тонкий лед, либо на водоем, человек должен быть уже к этому подготовленный. А подобного рода костюмы к этому как раз и подходят. Собранная информация, включая эту видеосъемку, будет использована для сертификации костюма поплавка как спасательного средства. Для спасательной службы мы много раз сами проверяли, перепроверяли. И сейчас хотели бы коллегиально выставить оценку, насколько это полезно для жителей Севера. Спасатели отмечают, что в случае широкого распространения костюмов поплавков удалось бы значительно сократить количество несчастных случаев на воде. Афанасий Николаев, НВК Саха, Якутск.